Одна из первых вещей, которые я научилась петь, когда я была маленькая, это было «Дим подаври, дам подаври, дим подаври, дам подаври, дим подаври, дам подаври». Поэтому это было всегда, конечно же, передалось мне, наверное, с детства. Но по-настоящему я только сегодня, то есть я знала, что это часть меня, но только сегодня я начала вообще понимать и как-то щупать, из чего это соткано. Несмотря на то, что я выросла в России и родилась там, мой папа, он из Владикавказа, конечно, это всегда была частью меня, поэтому для меня сегодня было очень волнительно прилететь сюда и увидеть наконец-таки эти горы, этих людей, почувствовать как бы это в моей крови, насладиться вообще колоритом этой культуры, с которой, в принципе, я росла в доме. Я помню бабушку, и бабушка научила мою маму печь остинские пироги. Моя мама русская, папа отсюда, поэтому у нас, конечно, всегда это было дома, и пироги, это тепло. Я запомнила, насколько гостеприимство моей бабушки, и как она, когда приезжала в Москву, мама мне рассказывала, как она просто всех перезнакомила в нашем здании. Она такая была нереальная, такой человек, который вот собирал вокруг себя тепло, и, конечно же, это передалось. Сейчас, мне кажется, из-за Осетии, из-за Кавказа большое количество новых волна музыкантов, очень крутых, новое такое поколение. Мне кажется, что это очень круто, там от Матранга до Хамали Наваев, потому что они все отсюда. Я слежу за тем, что происходит. Опять же, я с детства пела какие-то ритмы, то есть вообще крутая идея, потому что, мне кажется, даже взять какую-то фразу или какой-то фолк, народную песню переработать. Я люблю, это часть меня, и я бы хотела, наверное, познакомиться с культурой поближе, особенно музыкальной культурой, мне кажется, она очень богатая, и я подумаю над этим. Может быть, в следующий раз я приеду во Владикавказ с песней, в которой будут осетинские слова.